Девочки, а смотрите, кто к нам пришел. Софишка, скажи всем привет. Всем привет! Софишка с садика пришла. А вы знаете, что это такое? У нас просто все на работе. И сегодня я получилось, что на смене, и с ней быть, она ее 5 часов, 4:30 с садика привозят такси. Поэтому я попросила, пока остальные с работы не приедут, чтобы ее потом забрали тоже. Мне Зата сказала, что мне нужно спать, как те детки, как и я. Да. Мне ж не вставать, а просто спать, лежать. Ну, Да, как хорошо на улице. ложитесь. Как хорошо на уличке, да? Ты же слава видеть? Мужички, а вы знаете, что мне в садике сделали? Что? Порвали игрушечку. Может быть, они нечаянно. Мы зашьем дома, хорошо? Ага. Не А у волнуйся. тебя есть такой зеленый цвет? Ниточки? Да. Ну, подходящий мы найдем. Смотрите, Можно и как, розовый даже. как у нас такой дождик прошел хороший. Ой, вообще такая трава зеленая, Смотри, чистенькая. медички, а вы знаете, что это такое? Это башня, да? Нет, знаете, что это такое? М. Когда мы включаем телевизор, да, Мгм. она идет через сюда. И тогда выходит, включает телевизор. Башня, да? Мама, что такое за большой круг? Где круг? А он А, да, это железный круг. железный? Угу. Ладненько. Зелень вот так вот будет стоять до ноября месяца. Она не будет желтеть, выгорать. Вот Кто-нибудь такая, даже под снегом будет эта зелень. Настолько здесь хороший климат, всегда зелень. Мам, М. смотри, здесь большие Угмайло отдохнул, отойди, близко не подходи. Хотя они крепкие, их железные, новые поставили, конечно. Покрасили мы недавно девочки, но меня не было тогда на смене. А то были до этого деревянные, вот эти железные хорошо поставили. Да, потом были деревянные. Раньше были деревянные, да. Тебе нужно челочку подровнять. Подрезать? Угу. А когда она была деревянная, может упасть? Угу. Ма, смотри, кестишь. Угу. Гуалдес. Да, не, матога. Ну, гуалдес. Да, где стоит? Вэй. Правильно, да, где что я алдес. Вот там все. Ой, лучше сюда не подходи. Там кровать один пустой. Все, пойдем, тут уже прохладно. Пойдем, бабушка Моя игрушка кстати, процедуры делает. Мам, а что? А когда больница заходит? Все, пойдем отсюда, здесь нельзя ходить. Пойдем туда сядем, сейчас за тобой уже скоро приедут. Папа приедет. А ты? А я же сегодня, Софишка, на смене. А завтра? А завтра я утром, когда ты будешь спать, я приду домой, хорошо? А тебе хорошо? Я хочу мам. Мам, я тоже хочу такой беленький чехольчик. Ну, как игрушечку зовут? Мима. А? Мия. Мия? Хорошо. Девочки в магазин привезли новую посуду. Вот такую. Смотрите. Смотрите, какая красота. Просто прелесть. Такое я еще, конечно же, не видела. Такая посуда. Тоже
на каждый день. Хорошо пользоваться ими. Вот это вот, девочки, красивая какая вообще, машалла. Какая красивая, посмотрите. Смотрите, какая красота. Германия. Машалла. Очень красивая. Просто супер. Шикарно. Просто шикарно. Вот это хороших книг. Можно много чего подобрать. Блюда, тортницы, салфетницы, минажницы, фруктницы, конфетницы. То есть все можно подобрать. Очень хорошие тоже комплекты. Это чешская посуда. Можно брать сколько вам надо. Фарфор. Сколько вам надо, столько штук можете брать. Такие вот овальные блюда. Горка. Фруктница, тортница. Все можно брать. Вот такие вот блюда. Это точно такой, только уже как бы молочный цвет. Это вот чисто белый, а это вот молочный цвет. Вот такой тоже красивый набор. Но все сейчас скидки. Хорошие скидки. Вот такие вот сервизы. Шикарные. Вот эти очень красивые. Они очень-очень, девочки. Это просто на всю жизнь украшение. Смотрите, какая красота. Просто смотрите сюда. А вот такой вот машалла. Мелхазиала. Смотрите, какой красивый. Синий. Вот так. Посуда красивая. Появились. Смотрите, какая красота. Машалла. Очень красивая посуда. Да, не были здесь сейчас. Вот эта посуда не были. Появились. Сапоте горели. М? По 25-й. Да мне жесть. Чайник такой красивый. Модный. На 12 персон, девочки, они. На 6 бывают они, да? Вот эти вот все на 12 персон. То есть 89 предметов здесь. Да, самый дорогой, да? 25. А если он на 6 чешских? А за 4500, если такой на 6 чешских.
рядом не ставьте. Не, этот вот верхний. А этот ты спрашивали? Тоже нежный такой. Там тоже на той стороне, дорогие. Да, да. Тоже Чехия, девочки. Тоже можно брать столько, сколько вам надо. Красиво. Сервизы очень-очень. Серебро. Салфетница, тортница, минажница, фруктница, чайники, сахарница для нарезок, для фруктов, пиалки разные, масленица. Все можно подобрать. Это вот чисто белое. Чисто белое. Красота. Машаллах. Друзья, всем доброго времени суток. Как поживаете? Как ваши дела? Как здоровье? Что у вас новенького? Друзья, я вчера была на смене и думала, поеду я в Хасавюрт, не поеду я в Хасавюрт, потому что реально была очень сильно уставшая, просто не было сил. Но нужно было срочно отправлять заказы. Там большие заказы были на Москву, поэтому у них там, может быть, на день рождения, на какие-то праздники, я не знаю, что пришлось срочно поехать. Мы ночью практически не спали вообще. То мы хоть раньше иногда в больнице ложились спать, сейчас вообще не ложимся, потому что проверки в любой момент могут, сказали, ложиться прям в форме. И так, не то, что улаживаться спать, там прилечь, там пледиком прикрыться, если что, вдруг в двери постучат любое время дня, ночи, чтобы мы открыли вообще сразу же. И вот в 2 ночи приходили к нам, в 4 ночи приходили, потом 5 утра там эти поступления было, ну, в общем, уже сна, можно сказать, и не было. Потом встала, там поставила чайник. Первые мои дела на работе, когда я просыпаюсь утром, это убираю постель, помолюсь, сразу выливаю воду, наливаю чистую, ставлю чайник. Вся посуда, которая была с вечера помытая, расставляю ее по местам. Сажусь, пью стакан воды, а то и 2, и приступаю за работу. Подмету в кухне, потом начинаю мыть полы. Ну, в общем, вот так начинается мой день на работе. Зав. Отделением Залина была на смене, она была дежурная, ну, бывает же кто-то из врачей, да, дежурный по всей больнице. Она у нас была вчера дежурная, и, значит, она тоже утром рано пришла, я уже мыла полы. Ой, какой дождь идет, посмотрите. Дождь прям по дороге. Мы вот когда выехали, прям такая стена стояла. Супруга говорит, смотри, там дождь сильно идет, прям сильно идет. Сейчас мы туда доедем, ты увидишь. И правда, смотрите, какой дождь сильно идет. Прям вообще. А в Хасавюрте просто нереальная жара. Я говорю, Ведено и Хасавюрт это как 2 разные галактики. Ужасно. Совершенно большая разница. Просто он ждал меня в машине, пока я грузила товар там, пока то все, пока я ходила, снимала. И кондиционер работал. Если бы не работал кондиционер, это просто нереально. Это просто нереально находиться. Просто плавилось все, друзья. Насколько жара. А когда мы приехали в Ведено, когда мы заехали в Чеченскую Республику, уже ближе сюда, к нашим горным районам, уже заметно стало прохладно, пасмурно стало. Ну, совсем другая атмосфера, как будто другой мир. Анжела позвонила, говорит, мам, у нас тоже Ведено очень сильно идет дождь. Под навесом прям холодно будет. И я
говорит, посуду помыла, суп приготовила и зашла в дом. Потому что прям холодно на улице, это днем. Я говорю, как? Там ходить, просто походить по базару было невозможно. Настолько было жарко. Ну вот сейчас, видите, местами вот едем, где дождь сильный льет, а где просто капает. Ну вот дальняя камера у меня хорошо снимает, видите. А вот передняя, когда на себя поворачиваю ее, то мутно. Просто стекло поставили неправильное. Нужно будет посмотреть здесь. По дороге продают черешни, вишню бывает. Если будет, нужно купить. Мы ведро черешни покупали до смены. И прям съели. Я и на работу с собой брала. Ну такая вкусная была черешня. Не, вот здесь обычно стояли, а нету сейчас. Что-то нет. Что-то нету сегодня. Обычно на каждом, через каждый метр стоят машины, вот это понад дорогой, и все. Вот этот промежуток. И черешни, вишни, абрикосы. Все бывает. Ну все, уже подъезжаем почти к Синжинюрту. А после Синжинюрта потом Цаведино, потом Ведено, где мы живем. После нас Дишни Ведено. Но вот здесь пока дождя нет, но видно, что вот на камере не видно. Видно, что в Ведено идет сильный дождь. Прям видно, что идет сильный дождь. Вот этот промежуток я люблю, когда уже выезжаем, там с города мы едем, из Хасавюрта, вот этот поворот, это все уже. Начинаются горы, уже начинается, как супруг говорит, швебадзе, да? Свежий воздух. Когда он вначале говорил, когда я только замуж вышла, я говорю, ой, это прям в одной Чечне прям воздух. Он говорит, нет, вот въезд в Ведено, уже прям другое ощущение, такой свежак идет. И потом со временем я стала замечать, да, это реально, просто попадаешь в другой мир, но вот без преувеличения. Жара в Грозном, даже в Шали, в Аргуне, въезжаешь в Веденский район, все, это другой мир совершенно. Прохлада, вот сейчас свежесть такая, окно открыто, прям свежесть, надышаться невозможно. Настолько такая свежесть, друзья. Я всех от души приглашаю посетить Чеченскую Республику. Вы реально не пожалеете. Очень много мест. И за все это лето я вам покажу все достопримечательности Чечни. Вот какой красивый дом строят люди из камня белого. Мне нравится очень этот дом. Уже они года 2 строят. Ну, красиво очень. Я приглашаю посетить Чеченскую Республику. Я еще раз повторяю. Вы не пожалеете, сколько Биной, Казиной, Итумкали, Харачой, потом Ведучи. Ну вообще столько мест. Грозный какой красивый, Грозный. Ведено, я не знаю. Ну столько мест красивых в Чечне. Везде порядок идеальный. Хороший воздух, вкусная кухня. Вы не пожалеете. Все, Чеченская Республика самый спокойный регион на Северном Кавказе, да, Анжел? На Северном Кавказе или вообще по России говорили? По России. По России самая спокойная республика. Безопасно. Безопасная, да, где вообще порядок, где вообще все отлично. Вы не пожалеете. Есть куда пойти отдыхать с детками, отмечать какие-то праздники, мероприятия, дни рождения. Новый год даже, Новый год действительно, постараемся в этом году отметить на Казино, Да. где действительно новогодняя сказка. Мы недавно были, когда с ночевкой, это уже была весна, да? Да. А снег шел, И здесь уже все. здесь везде уже все цвело, зеленые горы были, а там какой снег шел. Ну вы смотрели, наверное, ролики. Просто по дороге мы выехали из весны, приехали в зиму, и также наоборот, выехали из зимы, приехали в лето. Ну, в общем, реально было красиво. Вот мы уже подъезжаем к Веденскому району. Уже ощущение, друзья, уже воздух ощущается. Вот в данный момент это Синжинюрт, но уже другой воздух, уже другая атмосфера. Но именно въезд в Веденский район, там вообще просто чудо из чудес. Очень-очень красиво. Красивая Чеченская Республика. Спасибо большое нашему руководству за этот порядок. Я как-то огласила это на видео и сказали, что, да, это люди все делали, это, когда я поблагодарила. Вы знаете,
А почему тогда в других местах не делают люди? Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но у меня очень-очень было много моментов сравнить. Чище Чеченской Республики, правда, нет. И кто сюда приедет, тот убедится. Вы нигде ни одного окурка не найдете, не валяющие бутылки. Просто не конфеты, с конфеты фантика вы нигде не найдете. Везде все идеально чистота. А почему? Почему? Потому что каждый у себя в дворе постоянно за двором, во дворе наводят порядки. То тогда, соответственно, такие там больничные там территории, допустим, администрация, там вот работники прям выходят, не в зависимости от звания, там, от должности, также милиция, полиция, все выходят, женщины белят, красят, мужчины косят траву, там, деревья подрезают, где, то есть не спрашивают, да, там, ты кто. Выходят, субботник есть субботник, все выходят, очищают территорию. То есть никто это не считает за унижение там, да, потому что чистота это как сказать, половина, да, веры ислама, да. Вот. Ой, смотрите, какая красота начинается. Все, мы уже потихоньку уезжаем в Веденский район. Я помню, когда я была маленькая, когда я сюда приехала молодая, мне было всего 16 лет, то сейчас, оглянувшись назад, вот я даже еду, когда вот сейчас я еду записываю, когда я просто еду, смотрю на все это, я думаю, какая я была молодая, когда я все это первый раз видела. Я же до этого, друзья, ну вот, многие, кто из вас на это все смотрят, но они, допустим, бывали в Грузии, да, либо там Карачаево бывали, либо в Сочи, то они примерно что-то подобное видели. А мы жили в Ростовской области, у нас там нету таких гор вообще, даже примерно, у нас там, ну, нет таких мест, я их даже не видела никогда на картинке. И вдруг попасть в такое место, я просто ехала с открытым ртом, я не могла поверить, какая красота. Мне хотелось эти горы прям потрогать, они такие пушистые, красивые были, мне хотелось прям потрогать их руками. Реально красота, чистота, природа, воздух, я не знаю, это такая маленькая Чеченская Республика, но она такая прекрасная, как же она прекрасна, что касаясь людей, что касаясь обычаев, традиций, природы, уважения к старшим, к родне, к друг другу. Я не знаю, машаллах, альхамдулилlah, что я сюда попала. Это именно то место, где я хочу жить. Я ни на какое место никогда бы в жизни, ни за границу, ничто не променяла. Да, хочется, я уже не раз говорила, хочется побывать мне очень в Турции. Очень хочу. Вот в Турции, да. Моя мечта побывать в Турции. Вот хочу в Грузию. Очень сильно хочу в Грузию. Прям вообще, сколько, ни разу не была, на картинках вижу и не раз говорила, там снимался мой любимый фильм «Ничто не случается дважды». Отличная природа, гостеприимный народ, у них кухня богатая, грузинская. Ну, люблю, уважаю этот народ. Хотелось бы попасть очень в Грузию мне и в Турцию, вот честно. Прям желание у меня такое есть, попасть туда. Но вас всех приглашаю. Приглашаю в Чеченскую Республику. Приезжайте, друзья, вы не пожалеете. Отдохнуть мест просто вы влюбитесь в Чеченскую Республику. Ну вот, мы въезжаем в Веденский район. Ахмад Сила, Веденский муниципальный район. Машаллах. И все, и здесь уже начинается Свешвебадзе. Наисвежайший воздух. Красота неописуемая. Дождь идет, не успевают работать эти дворники, да. И невозможно, все равно, вот iPhone бы снял по-другому. На iPhone, если был Анжела на iPhone, была по-другому съемка, намного красивее. Но видите, какой порядочек везде. Все деревья побелены, подрезаны. Нигде никакого мусора на обочине нет. Все чистенько. Асфальт просто как стекло. Никаких кочек, вон улики стоят, люди занимаются пчеловодством, потому что, ну вообще, друзья, природа просто нет слов. Я уверена, кто бы ни приехал в Чеченскую Республику, все снова и снова и снова захотят сюда приезжать, потому что это земной рай, действительно.
Я ни на что не променяла бы Чечню, а особенно Веденский район. Это просто... И сейчас домой приедем под навесом. Представьте, какой будет вкусный чай. Анжела супчик сварила. Как все будет вкусно. На прохладном воздухе. Все будет отлично. Я уже еду домой, уже мне хочется кушать, уже проголодались. Мы по дороге покупали кексы и напиток. Но все равно хочется горячего, жидкого. Как красиво, машаллах, друзья. Посмотрите, какая красота. Это мы уже ехали в Веденский район. Сейчас будет первое у нас Ведено, потом наше Ведено. Красота, очень красиво. Друзья, вы часто спрашиваете, мои подписчики, мои заказчики, задаете такой вопрос: Киса, хотим то заказать, не знаем системы, как все происходит. Я хочу объяснить. Вот, допустим, вы что-то заказали, вы хотите, например, там набор какой-то посуды, какой-то комплект полотенец, допустим, плед, да, на пледы хорошие заказы пошли, еще привезу. Прям хорошо пошли заказы, всем так понравились пледы. Что я хотела сказать? Я, допустим, все, я вам посчитала сумму, вот такая-то сумма. У меня этот номер привязан к карте моей Сбербанк. Вы оплачиваете, номер привязан, вы оплачиваете, сразу мне присылаете в личку чек о том, что вы оплатили, чтобы не было путаницы. На момент того, когда деньги поступают, я это вижу. Но людей много шлют, из-за этого мне бывает не видно, да. Потом я забываю, кто именно, вас же много у меня. Сразу высылаете чек о том, что вы оплатили, и адрес свой полностью. А то спрашивают: Киса, адрес надо? Посмотрите, какая красота, друзья. Просто посмотрите, машаллах. Как же красиво. Вот, и я это все записываю. У меня тетрадь есть, я все записываю. У меня все идет по очереди. Я, например, за один вечер я могу, посылок 10 собрать. Больше нет, меня не хватает, я очень устаю. Очень, потому что на одну посылку уходит очень много времени. Если это посуда, так вообще. Платье, полотенца-то нет. А вот посуда, да, все упаковать. А если и того по чуть-чуть, то на это все вообще уходит много времени. Смотрите, какая красота. Ох, какой же тут свежий воздух, какая же красота. Вот. И вот я уже не раз объясняла. У меня в одной комнате платье, безрукавки, в другой комнате одеяло, пледы. Там дальше у меня полотенце, все это такое, текстиль, постель. Там у меня доски. В общем, мне, чтобы собрать одну посылку, мне приходится по всему дому бегать. Все это сначала найти, потом ложу посреди комнаты и начинаю, все, напишу адрес, запишу в тетради, что этот человек у меня отмечен, в телефоне галочку ставлю о том, что этому человеку я уже собрала и отправила. То потом мы ждем, девочки, сразу мне чеки никогда не дают. Я привожу на почту, я везде подписываю, все, на каждой посылке приклеиваю адрес. А там она уже это все упаковывает в почтовый пакет, либо в ящик, взвешивает, переписывает, печатает адрес. И вот так каждую посылку. Проезжаем кладбище. Дальше уже проходит 3-4 дня. Она потом, иногда и 5 дней, потому что пока обработает, не я ж одна, она в конце концов отдает мне целую кучу чеков. Все ваши чеки она мне дает. Там на месте я должна это все оплатить сразу, потому что ей нужно закрывать кассу. Я оплачиваю, бывает 25 тысяч, бывает 16, бывает 10, по-разному, бывает 15, да, разные суммы бывают. То мне потом это самое, пишут люди: Киса, чек, вышлите чек. Как только чеки готовы, она мне отдает, в моих интересах вам их отослать по той простой причине, чтобы вы мне вернули мои деньги, потому что я изначально плачу все сразу на почте, оплачиваю за вас, за всех, а потом уже мне каждый отправляет в личку. Поэтому не волнуйтесь, все получат, чужих денег мне не надо, да, поэтому все, что у меня заказали, я с радостью собираю и вам отправляю. Вот такие вот дела. Что надо?
Так, все, мы уже подъезжаем к Цавидино. Вот. Какой дождь сильно идет. Просто как из ведра льет дождь. Введено вообще еще сильнее. Там он видно, прям стена стоит. Еще сильнее дождь идет. Плохо снимать, машины светят прям в лицо, ослепляют глаза. Ну что, Виталик? Я говорю, так тоже. Машалла. Хотя время не так позднее, уже из-за того, что тучи, дождь, прям кажется, как будто уже вечер. Хотя не так поздно. Так, вот все. Мы сейчас в данный момент находимся в Цавидино. Это Цавиденская мечеть. Дорога на Видино. И дорога, которая ведет на казино Ам. Для многих туристов, кто захочет приехать, вам тоже будет помощь. Уже примерно вы видите дорогу на Видино. Уже сейчас подъезжаем в само Видино. Цавидино проехали, сейчас будет Видино. И эта дорога идет, еще раз повторяю, на казино Ам. То есть на казино Ам никто не попадет, не проехал в Видино. Центральная улица, а на соседней улице живу я, поэтому заезжайте в гости. Кто посетит нашу республику, только заранее сообщите. Я почему-то очень сильно не люблю незваных гостей, как сказать? Когда застают врасплох, да. Либо я там обзор снимаю, либо я что-то занята, либо я там со смены пришла, ложусь отдыхать. Я люблю, чтобы человек сообщил: кис, мы завтра приедем или с утра, кис, мы будем к вечеру. Вот так меня устраивает, без проблем вообще. Но когда у тебя другие планы, или куда-то собираешься уезжать, или это, ну, в общем, это все бывает очень-очень сложно. Все. Сейчас мы въезжаем в Видино. Вот оно, наше любимое Видино. Ой, какой дождь там идет сильный. Видино. Видино — село чудес. Раньше писали, когда во время войны вышел на улицу и исчез. Да не во время войны, и сейчас. Кто много разговаривает. Бывает и такое. Значит, говорится, язык нужно держать за зубами. Все, всем пока. Друзья, мы едем с Хасавюрта. Я зашла скупиться по дороге. Оптовый магазин. Тут всего оптом, мешками все продается. Уже не знаю, что мне надо. Вроде дома все есть. Тут все оптом. Соленая карамель. Сиропа эти Анжела хотела для сока. Скумбрия. Шпроты. Что-то хочется, не знаю что. Надо Софишке купить растишку. Упаковку, да, взять? Нужно посмотреть на дату. Так, годен до 8 июля. А ну-ка, все ли они такие? Так, да, до 8. Может быть, что-то есть посвежее. О, до 16-го. Этот возьму, да, пожалуй, Софишки. Дальше у нас тут продается свежая сметана и свежий творог.
Нужно купить, правда? И сметана свежая, домашняя сметана и творог домашний. Это все сметана разная. Буренки, лук. А это откуда производство? Что? Город Воронеж. Воронеж. А это что? Я хотела Минская. Минская сметана. Республика Беларусь. Вот эту я хочу. Вот эту, пожалуй, я возьму. Так, это тоже, по-моему, Минская сметана. Брест, да. Республика Беларусь. Тоже хорошее качество. Ну ладно уже, пусть будет та. Так, молоко, молоко. Куры, рыба. Куры, рыба. Сырку нужно взять к чаю. Сыра кусочек. Скумбрия. Это. Всем привет. Кози привет. Кози привет. Видите, какие колошики Софишки купила? Покажи людичкам. Желтенькие, да, красивые? Удобненькие, хорошие. Скажи людичкам всем привет. Людишки, всем привет. Как у вас дела, надо спросить. Как у вас дела? У меня нормально. Только мама салюта купила. Хасавюрта, да? А ты, мама, ну и где мой такой большой киндер? Там в машине сейчас Анжела принесет. А что? Она просила куколку с колясочкой. Мы не нашли. Я во всех магазинах была, Софишка. Такая жара невыносимая была в Хасавюрте. И я все равно заезжала в каждый магазин. Но не было именно этой куколки. Большие были куклы и коляски. А у тебя же есть, зачем тебе? У тебя же есть большая кукла коляска. большая была? Угу. У Так тебя же и много надо кукол. было купить. Надо было? Так у тебя полные мешки кукол. Мы их не знаем, куда девать даже. Ну и что-то у меня было много, чем у Гаяки. Так, девочки, ну что я купила? Я купила чай такой, Липтон. Что-то около 300 рублей, дорогой чай. Ну, у нас и другой есть, но это просто так. Бывает утром, там, когда неохота заварку делать. Вот, сейчас, секунда. Дальше яблочки вот такие. Красивые яблочки. Вот, сыра кусочек. Ну, сыр недорогой, это на 198. Чига яйца рамен, Анжел. И сюда кузер. Это на продажу. полностью. 2 Чакова квас нам с Анжелой на вечер, да, Анжел? Помидоры прям хорошие такие, знаете, мясистые. Анжел, помидоры шмамерзи розовые, прям хорошие. Это кексы по дороге покупали просто. Кушали по дороге с этой с соком. Так, ну сметану эту минскую я купила. Огурцы. Хотела крошку сделать. Потом... Вы видите, что у меня новая прическа, да? Где? Вот. А, это прическа новая, да? Знаете, что это? Что, косичка? Да. Вот, смотрите. А косичку я. Угу. Так, ну это колбаса и рыба вот такая. Как она называется? Прям жирный прям кусок рыбы. Ну и колбаска. Хлебушек такой в магазине бесплатно давали. У нас часто магазины хлеб раздают бесплатно в магазинах. Творог домашний. Кабачки. Хочу пожарить. Софишки Активия. Укрепляет иммунитет. Ну, там еще кое-что, но уже... Так, называются такие покупки, на которые можно было деньги не тратить. Просто, чтобы что-то купить. У нас же помидоры, огурцы были. Но все равно Анжела любит салатик. Выключи камеру. А почему? Мама. Ты что-то хочешь папе сказать? Нет, тебе. У нас уже малинка своя пошла, да? Софишка собирала, да, малинку? Своя уже с огорода началась. А на базаре 200 рублей банка малины, 700-ка. Представляешь? Так что мы озолотимся. Если у тебя какой. Как вкусно.
Она очень богата, Софишка, витамином С. Кушай, прям много кушай, хорошо? Там столько витаминка полезного, что ты не будешь болеть, хорошо? Кушай малинку. Очень малина богата витамином С. А тогда я стану молодая? Так ты ведь молодая. Нет, я толстая. Ты имеешь, хочешь сказать, что ты похудеешь, да? Угу. Надо ж хлебушек не кушать. И сладкое не кушать. А А кушать я мне пересела хлебушек черный. черные по чуть-чуть можно, да. Она мне их 2 принесла. Все, давай, говори, людички, всем пока. Людочка, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тогда мы покажем вам большой киндер. Не смешно, я сейчас тебя ударю.